Одна из уснерских школ носит имя своего выпускника, героя России Игоря Хоменко. Мальчишкой бегал он по этим улицам, в школу, в магазин за хлебом, в спортзал. Спортом увлекался серьезно. Бегал, боролся, занимался в цирковой студии. Среди одноклассников считался честным и справедливым, за спиной других не прятался. Обостренное чувство справедливости стало его основным жизненным принципом и повлияло на выбор профессии. Игорь стал военным. Об этих и других чертах характера героя рассказывают теперь ребятам педагоги. Каждый ученик знает, почему школа носит это имя. Каждому мальчишке хочется быть похожим на Игоря Хоменко. И хотя они говорят «Игорь Владимирович», в душе он для них близкий и родной. Родился Игорь Владимирович Хоменко 18 января 1967 года на Украине, в городе Орджоникидзе. Его родители переехали в поселок Уснера в Якутской ССР в 1976 году. После его родители работали на горно-обогатительном комбинате. С 1984 года Игорь Владимирович служил в Вооруженных силах СССР. В 1988 году окончил Алма-Алтинское высшее общевойсковое командное училище. Служил в ВДВ. В 1993 году принимал участие в прекращении военных действий в Абхазии в составе миротворческих сил. С августа 1999 года в составе подразделений 247-го десантного штурмового полка 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии принимал участие в отражении вторжения чеченских международных террористов в Дагестан. С 19 августа во главе группы разведчиков вел разведку скоплений и укреплений боевиков в Батлихском районе Дагестана. При возвращении к своим 22 августа группа была обнаружена и блокирована боевиками в районе высоты Ослиного уха. Хоменко отправил бойцов с полученными разведанными данными и картой вражеских укреплений к своим. Сам вместе с сержантом Юрием Чумаком остался прикрывать их отход. Офицер и сержант несколько часов вели неравный бой с боевиками. Обеспечив спасение рядовых бойцов, когда боевики не смогли захватить десантов, они подвергли их массированному обстрелу из минометов. Игорь Хоменко вместе с Юрием Чумаком погибли в этом бою. Игорь Владимирович Хоменко похоронен в городе Ставрополь Ставропольского края за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Указом президента Российской Федерации от 27 декабря 1999 года гвардии капитану Хоменко Игорю Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. В мае 2009 года имя Героя России присвоено Уснерской средней общеобразовательной школе Аймиконского улуса Республики Саха-Якутия. Педагоги школы прекрасно понимают, что патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего гражданина. Задача в настоящее время нелегкая. Чтобы чего-то достигнуть, нужно найти методы воздействия на эмоциональном и нравственном уровне подростка. Многое идет из семьи. Здесь ребенок познает поведенческие модели, определяет жизненные цели. Важно, чтобы дети знали о своих прабабушках и прадедушках, об их боевых и трудовых подвигах. Потому что гордость и уважение к родной земле воспитывается через изучение истории и традиций предков. В школе ведется целая система патриотического воспитания. На протяжении многих лет в нашей школе ведется целая система патриотической работы, которая подразумевает акции, мероприятия, участие не только в улусных, но и республиканских мероприятиях, таких как «Снежный барс», «Зорница». Особо стоит отметить у нас направление «Я и мое Отечество», которое предполагает формирование гражданского отношения к Отечеству. Здесь проводятся целые конкурсы патриотической песни, участие в конкурсах, которые посвящены герою России Игорю Владимировичу Хоменко, чье имя носит наша школа. Это спортивные мероприятия, который называется «Турнир Хоменко». Проходит он на базе школы. Участвуют у нас все детки, начиная с 1 по 11 класс.
Также традиционным стало проведение вахты памяти в честь Великой Победы. В операции «Память» проходит у нас возложение цветов к памятникам, павшим в боях. Формы работы по патриотическому воспитанию постоянно обновляются в нашей школе и осуществляются также через учебную и внеклассную деятельность. Выделяются 3 основных компонента работы по патриотическому воспитанию. Это патриотическое воспитание в системе общеобразовательных мероприятий, таких как турнир Хоменко, смотр песни из строя, акции, которые проводили недавно и были отправлены, бойцам на СВО. Это письма солдатам, написанные ребятами, обереги, которые сделаны были своими руками ребятами, и также окопная свеча, которую мы проводили как мастер-класс, и также делали ребята своими руками. Проведение классных часов по памятным датам тоже были проведены. И также еженедельно у нас проводятся уроки, разговоры о важном. Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности учащихся направлены на освоение знаний об истории, о традициях, о культуре народов. И также посвящены, большое внимание мы уделяем нашему герою Игорю Владимировичу Хоменко, который носит и наша школа. Также у нас здесь создаются волонтерские движения, есть волонтеры Победы, есть организация «Орлята России», есть организация «Волонтеры образования», отряд «Юнармия», который существует уже более 2 лет и участвует во всех мероприятиях. Также у нас ведется усиленная работа с районной библиотекой, где участвуют также ребята нашей школы. Мы познакомились с учителем, ведущим кружок «Юный патриот». Оказывается, ребята уже отправили в зону СВО больше 100 окопных свечей, которые сделали сами, множество писем и оберегов. А с фронта получили вот такой ответ. Ученикам школы имени Игоря Владимировича Хоменко хотим поблагодарить вас от себя лично, от всей минометной батареи за то, что вы проявили доброту, отзывчивость и неравнодушие, оказав нам моральную поддержку нашим ребятам, которые находятся в зоне проведения СВО. Ваш вклад в наше общее дело неоценим. Мир держится не на равнодушных людях, способные не пройти мимо, всегда готовым помочь и оказать поддержку. Сердечно благодарим вас за оказанную в трудную минуту помощь. Победа будет за нами. Совсем недавно в городе Якутске я познакомилась с удивительным человеком, Лютым Валерием Алексеевичем. Это председатель Народного фронта у нас в Якутии, а также он ветеран афганской войны. И вот он много говорил о патриотизме, говорил о том, как сейчас в настоящее время проходят уроки патриотизма в школе. И говорил, понимают ли маленькие дети, что такое патриотизм. Сегодня я хочу познакомить вас с нашими детьми, с которыми мы занимаемся на кружке «Юный патриот», и узнать у них, что такое патриотизм и как они это понимают. Ребята, скажите, пожалуйста, а что для вас значит Родина? Илона? Для меня Родина значит, где мы растем и где мы родились. Для меня это Родина, мама, папа и семья. Угу. Скажите, пожалуйста, ребята, а как называется наша Родина? Наша Родина называется Россия. Хорошо, садись. Моя мама Родина Якутск и Уснера. Угу. Наша мама Родина Якутия. Для чего важно знать историю своей страны, своего народа? Чтобы сохранить культуру и традиции. Чтобы знать, как развивалась наша страна. А как называется наш кружок, в рамках которого мы работаем? Илона. Наш кружок называется «Юный патриот». Ребята, а что мы делаем в рамках этого кружка? На этом кружке мы делаем окопные свечи,
Пишем письма солдатам, рисуем рисунки на СВО. И скоро будем делать сеть. Ребята, а какие патриотические мероприятия еще помимо кружка «Юный патриот» проходят в нашей школе? В нашей школе проходил смотр строя и песни, и мы заняли первое место. Ребята гордятся, что помогают участникам СВО, среди которых есть выпускники школы разных лет. Это их портреты встречают учеников каждое утро на пороге школы. А бойцы, приехав в отпуск, обязательно зайдут в родной класс, что-то расскажут пацанам. Ребята постарше на уроках ОБЗР проходят своего рода подготовку к взрослой жизни, знакомятся с различными аспектами вооруженных сил, где формируется стремление быть полезным, служить Родине. Своего рода экзаменом стали смотры-конкурсы «Зорница» и «Снежный барс», где ребята демонстрируют и выполняют нормативы по строевой и физической подготовке. Показывают на скорость, умение неполной сборки-разборки автомата Калашникова. Кстати, девочки совсем не уступают парням. Получают навыки стрельбы из пневматического оружия. Сейчас, накануне празднования 80-летия Великой Победы, в школе после уроков кипит работа. Одни занимаются внешним и внутренним оформлением, другие репетируют песни военных лет, а знаменная группа снова и снова отрабатывает строевой шаг для участия в вахте памяти.